Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 20 июля 2026 года, 18 часов уже 1 минута по Берлину, 19 часов 1 минута по городу Джахару. Друзья, я вас сердечно всех приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии, которые могут вас идентифицировать как-то, либо не распространяйте, в том числе не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы и так далее. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок на АЗС. Сговор или кризис». Давайте об этом и многом другом поговорим. Ну, вначале, как обычно, пока мы все собираемся, хочу немножко рассказать вам о событиях, которые происходят в мире, так сказать, друзья. Эдди Берн стал новым премьер-министром Британии и обратился к Зеленскому. Новый премьер-министр Великобритании заявил, что у президента Украины не останется никаких сомнений в том, что поддержка Британии непоколебима. Нормально. Они говорят, конечно. Жаль, что не всегда делают то, что говорят. Так. Как известно, украинцы бьют по новостей, в принципе, особо, ну, кроме того, что сегодня были удары по России, Россия била по Украине, по гражданским объектам. И после того, как украинцы начали бить по нефтеперерабатывающим заводам, в одночасье резко произошел кризис. Я лично не верю, что там есть какой-то суперкризис. Хотя, конечно же, перебои, они могут быть, особенно если так наносятся удары. Но складывается такое впечатление, что Путин и Зеленский действуют заодно. Вот как бы это ни казалось конспиративно или как-то было это похоже на конспирологию, но факт остается фактом. Смотрите, никогда Зеленский не выделялся заступаясь там особо, там где-то рьяно выступая за украинских националистов. Вот происходит случай с польской вот властью. Вот какая-то ненужная просто передряга словесная происходит. Бьют по заправкам. Очень хорошо, что бьют по заправкам. Очень хорошо, что фашистская Россия выдыхается. Ну, вот какие-то вот странные вещи. Почему не бьют по ФСБ? Вот всегда возникает вопрос. Почему не бьют по Кремлю? Да, кто-то скажет, ну, потому что там боятся, что нанесут ядерный удар и так далее, и так далее. Но я вот не верю. А что мешает сейчас уже больше миллиона потерявшей фашистской России ударить ядерным зарядом? Если кто-то рассчитывает, знаете, всегда как-то все прикрывается какими-то хорошими, правильными вещами. Что вот, если сейчас бить по нефтеперерабатывающим заводам, то бензина не будет, все устанут, все выдохнутся и пойдут на Кремль свергать Путина. Но это обман.
самый настоящий. И мало-мальски, кто знает российскую действительность и менталитет россиян, тот, ну, фактически на 90%, 95% допустит, что не пойдут они, не восстанут. Как они могут восстать? Посмотрите в Северной Корее. Там жрать нечего. Ну, по крайней мере, было раньше. Сейчас не знаю, как у них ситуация. Никто не восстает. Знаете, когда у вас на каждого там 10 человек по своему одному осведомителю, стукачу, когда на твоих глазах уничтожили чеченский народ и поняли, что такие страшные, такие смелые, отважные чеченцы, если просто оккупировали, убили столько людей, и никому ничего за это не было, то россияне очень хорошо умеют намеки понимать, и они поэтому рыпаться не будут, они убегать будут, выезжать будут. Да, найдутся одиночки, кто-то что-то сделает, выйдет, выстрелит и так далее. Но организованно ничего не получится. Но знаете, что получится? Горизонтальных связей не будет, например. Если, например, надо с одного города поехать в райцентр, митинг сделать, или в Москву поехать, чтобы там в митингах, протестах участвовать, или в революции участвовать, у них просто не будет бензина. Понимаете? Просто не будет бензина. И если кто-то... Они еще нищие, они еще беднее россияне становятся. Ну, с одной стороны, может показаться хорошо, да, у россиян не будет денег. Но давайте посудим так. Если у россиян, у простых рядовых граждан не будет денег, они же остаются у олигархов и миллиардеров, и генералов ФСБ, и военных, у них же остаются, у ментов остаются все деньги, весь бензин. Сейчас военные продают бензин. Понимаете? Они зарабатывают еще денег. Понимаете? Сейчас. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Поэтому в этой ситуации надо нам отлично понимать все, что происходит, как делать. Первый просто это маркер, это отношение украинской власти к чеченскому вопросу. Представьте себе, есть такой Арти Грин. Он очень умный парень, на мой взгляд, не знаю, за кого он, чем он занимается, говорит неплохие вещи. И он как-то говорит про радикальных исламистов, которые воюют в Украине. Ну, или которых Россия представляла радикальными исламистами. И он как-то обронил фразу в одном из своих интервью, что ну, есть тут недалекие какие-то товарищи, которых мы используем. Ну, вот этих исламистов, они используют и считают их недалекими. То есть глупыми считают, дураками считают. И вот у Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который полностью античеченский, антисвободный, антиичкерийский. Я не знаю, за Украину он или нет, но тот же Арти Грин говорит, что он завербован ФСБ. Что, ну, как бы легко верится, да, с учетом того, как он себя ведет. Вот у них есть там какой-то батальон, называется «Шаман». Шаман – это колдун. Там собрали там мусульманских разных бойцов. Это что это такое? Это издевательство. И над ними просто это, знаете, такое издевка, унижение такое. И представляют, что мы какая-то оппозиция Кадырову. Сидят какие-то товарищи, постоянно Кадыров, Кадыров, Кадыров. Посмотрите, Адам Кадыров. Молодой пацан, 16 лет или 18 лет ему. Ну, просто везде рекламируют, как ему вручают медали. Но у нас, у чеченского народа, проблемы не в Адаме Кадырове, понимаете, и в медалях, которые дают ему. А проблема чеченского народа – это то, что, как сказано в решении Верховной Рады Украины, что над нами совершен геноцид и что наша земля оккупирована, наша страна. Но почему-то нам рассказывают про каких-то медалей, про еще что-то, еще бред собачий. Но эти вещи нельзя не замечать. Эти вещи, если мы сейчас не будем замечать, то завтра они нам выйдут боком.
И мы видим, что вот эта маховик, машина запущена, она работает как единая машина. Не бьют по Зеленскому. Вся большая заслуга Зеленского – это то, что он не уехал, когда началась война. Ну, просто смешно. Человек столько людей обманул, поддерживая, что остановит войну, что вот он там весь за Украину и так далее. А потом он не сбежал. Это ему ставится в заслугу. Зеленского пытаются представить каким-то борцом за свободу, за демократию. Но что-то я за это время не вижу Зеленского. Я вижу коррупционные скандалы, я вижу агентуру вокруг Зеленского, которая собралась. А вот чтобы вот какие-то там Зеленский сделал достижения ради свободы, демократии, я так и не увидел. Но сейчас я вижу, что авторитет и уважение украинского народа начали градус понижать теперь потихонечку. Началось это давным-давно. Из блогеров, которые находятся в Украине, тот же Фейкин, например, Марк Фейкин, который в Украине очень принимается. Почему-то украинские люди не уходят на митинги, как они вышли сразу на митинг Федорова, в поддержку Федорова, с одинаковыми картонными бумажечками. Да, можно подумать, быстро там разобрали картон, нарисовали, быстро все вышли. Ну, хоть у кого-то же должен был быть хоть другое что-то. И так быстро вышли. Но по другим причинам они почему-то не выходят. Очень странно. Коррупция – это бич, конечно, для всех стран, но в том числе и для Украины, конечно. Воюющие страны – это вообще катастрофа, конечно. Например, долгое время Ермак был советником, ну, все решал, в Америку приезжал, там все везде рулил, там. Все говорили, что он чуть ли не самый главный. А оказалось, что у Ермака есть колдунья, тот самый шаман женского рода, шаманиха, которая имеет контакты там с Россией, родственные связи. И Ермак консультируется с ней. Это не про деньги, не про... Просто консультируется, кого назначать министром. Представьте себе, мы сидим, смотрим телевизор, нам показывают там в Америке, встречается там Зеленский, Ермак там, с Трампом, с Рубио. Мировые дела решаются. Гибнут каждый день люди, каждый день украинцы гибнут. Каждый божий день. И гражданские, и военные. А оказывается, Ермак решает через колдунью, через шаманиху решает. Представьте себе. Но мы не можем это не видеть, правильно? Мы не можем это мимо проходить. Ну тогда о чем тогда? Борьба в чем тогда? Борьба в чем? Убить больше русских вот этих наемников, которые пришли за деньги. И убить как можно больше украинцев? В этом тогда заключается задача. А кто тогда остается? По Путину не бьют, по ФСБ не бьют. Вот я сегодня посмотрел новость у себя здесь. Ну, просто смешно. Причем мне казалось, что этот... Сейчас, подождите. Мне казалось, что этот ресурс Униан на русском, что он более-менее правду говорит. Я уже не знаю, кому верить. Нету, я вот не знаю украинца, который бы мне вот прямо говорил бы что-то. Вот это правда, как я говорю вам это. И можно было прислушаться, где свой, где чужой. Может, они на украинском говорят, я просто украинские каналы особо не смотрю, практически не смотрю. Вот смотрите, украинские военные нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников российской ФСБ, который размещался в одном из пансионатов на оккупированной Херсонщине. Там могли находиться около 100 оккупантов. Что это за новость такая? Что за пансионат? Что за ФСБшники? Пограничники, они тоже ФСБшники. Это вот все максимум, что выдала большая украинская пропаганда. Вот нанесли по этому. Просто мне интересно. Я не призываю бить по ФСБ, там, ни по кому.
Хотя они меня и террористом объявили, мне это как бы терять нечего. Просто мне интересно вопрос такой задать. Почему так происходит? По Валберис ударили. Некоторые вот сегодня Deutsche Welle, по-моему, это было, или, да, по-моему, Deutsche Welle, замазали лицо человека, работника Валбериса. И он рассказывает, что там очень много погибло, там один целый цех уничтожен, там много ли гражданских людей погибло. Ну, как-то интересно получается. Идет дискредитация Украины, бьют по нефтеперерабатывающим только лишь по ним. Народ еще больше недоволен. Да, это законная цель. Нефтеперерабатывающий завод – это законная цель. Бьют по Валберис. Это тоже законная цель, если так посудить. Потому что если есть доказанный факт, что это является сопутствующим или как-то связанным с военными вот этими действиями, с войной организация. Она связана, она перевозит оборудование, там другие разные какие-то комплектующие там присутствуют. Но погибли 100 человек, и все об этом начинают говорить. И пока, ну, этот парень говорит, замазанным лицом, чтобы его скрыть там туда-сюда, он говорит, там около 100 человек погибло. Там говорят 20 ранены, там 20 убиты или что-то еще. Но говорит, я не верю, потому что я там был, я видел, 100 человек там минимум как-то убитыми и так далее. То есть Зеленский берет это на себя, как бы это, да, берут украинцы на себя иногда удары. Ну, как бы не каждый раз их берут на себя. В этом случае взяли на себя. Погибает, по разным данным, столько-то человек. Нам начинают рассказывать, что 100 погибло. То есть гражданское население уничтожается Украиной. Такой нарратив в интернете уже есть. 24 августа 2025 года Алексей Титов, офицер, полковник ФСБ, шел закладывать самодельное взрывное устройство и самоподорвался в центральном детском магазине. Буквально за неделю, за чуть больше, да, за неделю, до 1 сентября. В центральном детском магазине в мире на Лубянке, самый большой магазин. Это дискредитация попытка дискредитации Украины. Потом украинский, никогда не бывший националист Зеленский резко становится суперпатриотом и с поляками начинает грызться. Что вот он, ну вроде бы там украинскому националисту должно показаться, ну вот наконец-то хоть слово сказал за нас. Так где, когда он это сказал, друзья? В какой момент это получается он сказал? Понимаете? Сейчас вот бьют по Валберис, денег нет, все там теряют, мелкие коммерсанты, средние коммерсанты теряют деньги. Ну, хорошо, Россия нищает, очень хорошо. Плохо то, что гражданские погибают. Хотя с украинской стороны они тоже погибают. И постоянно нарратив такой, они же бьют по нашим, нужно отвечать также по гражданским. Не нужно. Все, тогда Украина проиграет. И эта репутация, это самый главный актив, особенно на международной арене Украины. Нету поддержки общества здесь, в Германии, в Европе, в Америке. Нету никакой поддержки Украины, то есть украинского народа. Там каких-то своих симулякров, своих актеров понаставят и будут управлять. Редкоземельные материалы забирать, еще что-то делать. Ну, короче, делать, что могут. Понимаете? Грабить будут Украину. А сыны и дочери, которые защищают, которые готовы свою жизнь отдать, и с каждым днем все меньше и меньше. Плюс разочарование. Ты смотришь на это, ну это что это такое? Куда это годится? Я считаю, что то, что происходит сейчас на России, ну это какая игра. И ты говоришь, а почему не бьете по ФСБ? Почему не бьете по Кремлю? Да? По Путину почему не бьете? Тогда говорят, ну у них ядерное оружие, это опасно, это еще что-то. Подожди, еще не вечер, еще мы ударим. Когда? Когда украинцы закончатся? Или когда независимые украинские лидеры закончатся? И когда уже симулякры будут везде поставлены? Тогда что ли будут бить? Ну, вот какая-то такая вот. Я думаю, большая ошибка была избрать Зеленского.
это большая катастрофическая ошибка для Украины. Я думаю так. Только одна коррупция, не говоря уже об остальном, многого стоит. Так. Так, Савелий, приветствую тебя. Спасибо, спасибо. Так, сейчас подождите. У нас здесь можно же еще кое-что использовать в ТикТок. Одну минутку, у меня здесь ТикТок, кое-что нужно сделать. Так. Так. А Путина выбрали, то была ошибка. Анна Мельник. Путина вообще никто не выбирал. Путин взорвал свои дома, обвинил в этом нас, чеченцев, и пошел войной на нас. И тогда русские, в принципе, ну там выборов нет на Россию. Может, в Украине они есть, а на России их нету. Я не знаю, есть они в Украине честные выборы или нет, но я думаю, есть. Но в России их точно нету, этих выборов. Как-то так, друзья. Так, давайте почитаем комментарии ваши в... Зеленский готовит россиян к мобилизации. Абсолютно основе. Так и получается. Если у них нет денег, если у них нет бензина, если нет продуктов, они будут записываться. И все видят, смотрите, все теперь будут злиться. Вместо того, чтобы налаживать мосты с нормальными, кто не против, всех начинают под одну гребенку. И когда вот события, а они обязательно будут происходить на России, эти события, дело в том, что если 99%, я полагаю, они будут происходить, то тогда можно будет сделать вот под шумок вот этого населения недовольного, заменить Путина на Мутина, на его дочку, на его там брата, свата, Патрушева, кого угодно. Просто на другого заменить. Это не смогут сделать. Так, вот к чему мы идем. Ну и нам, чеченцам, тоже нужно быть готовым к этим событиям. Мы, в принципе, уже, я полагаю, по ощущениям, по общению, по разным сигналам, я вижу, что мы, в принципе, готовы к событиям, и мы очень быстро мобилизуемся, очень быстро соберемся. Но для этого нам готовят в Украине, представьте себе, Ахмеда Закаева, представьте себе, который хуже Кадырова. Просто хуже, и лицемернее, и лживее Кадырова. Понимаете? Нам готовят, не получается у них, вот столько брошено ресурсов, столько работают они против чеченцев, а ничего не получается, не идут чеченцы. Да, есть отдельные парни, молодые, которые там несколько по пальцам одной руки можно пересчитать. А другие чеченцы, кто воюет в Украине, они даже близко не подходят. Там, если на той стороне видят Закаева, переходят на другую сторону, если там видят его толпу. Закаев один не ходит, толпу. И сразу переходит, чтобы просто даже не здороваться, чтобы не видеться с ними. В разных тербатах есть, других там группах, батальонах есть чеченцы. А туда не идут. Почему?
Вот у меня вопрос к украинцам. Украинцы, вам что, не нужно было бы, чтобы вот вся организованно, мотивированно, вся группа чеченцев с Европы помогала бы всем тем, кто у нас там воюет, потому что у тебя там родственник, ты уже хочешь, не хочешь, втягиваешься. Вы не хотели бы так? Ну, более мотивированных вы вряд ли найдете. У нас страна вся оккупирована. Над нами геноцид совершен. У каждого есть счеты. Такие, сякие, там, личные, государственные, народные. Все есть. Но этого не сделано за 4 года. Но когда туда Закаев туда ехал, Закаев говорил, в Европе живет 300 тысяч, и они все под ружье встанут. Только у Закаева и у Дугова вместе с ними, вместе взятых, 1,5% было на выборах, когда президента они баллотировались. И это были их родственники и пророссийские товарищи. Понимаете? А после этого еще меньше у Закаева, у Дугова. Вот сейчас их просто бить будут, если поймают. Чеченский народ их бить просто будет. Понимаете? Это просто смешно. Смешно. И грустно. Доброго времени суток. Третья мировая скоро. Ну, Третья мировая не будет пока. Ну, она может, можно сказать, потихонечку сейчас переходит в эту фазу. Если бы война в Иране началась бы, вот тогда бы была бы Третья мировая. Но не получается пока Европу втянуть, а Европу хотят втянуть в провокации, в террор, чтобы здесь гибли люди. И потом нацисты пришли бы к власти. Ну, пока АФД, а за АФД или в АФД найдутся более радикальные группы. Так что нас ждут очень интересные времена, и мы должны быть к этому готовы. Обязательно не верить в эту пропаганду. Вот все, что вы видите, 95% вот во всех этих YouTube-каналах, это просто галимая пропаганда. Галимая просто. Москва всех стравливает, чтобы контроль держать. Вас мало, тому и молчите. Шаги правительства Украины зачастую напоминают пошаговое правительство Рашки. Да, Асламбек, абсолютно так. Абсолютно так. Большего вероломства в отношении Украины после того, как Верховная Рада признала Ичкерию оккупированной и что над нами совершен геноцид, отношение нынешней власти и к Украине, и к чеченцам, ну, в первую очередь, украинцам. Потому что была бы конкретная поддержка с нашей стороны. То есть у нас было бы свое правительство, посольство, своя армия. Нам не дают создать армию. Нам какие-то банды предлагают создать. За деньги, которые людей убивают, взрывают. Там, вот это нам предлагают создать. Понимаете? Алейкум салам. В каком году ты выехал из Рашки? Алейкум салам, play in live. Я выехал в 2015 году. Я выехал в 2015. Так, по Вайберу ударили и правильно сделали. Почему ты не говоришь о том, что до этого русские разбомбили практически каждый день новую почту Украины? Мистер Шому, ну, я, во-первых, да, я этого не сказал, что разбомбили, не каждый день не бомбили почту, ну, очень много раз бомбили почту. Но это не значит, что нужно бить обратно, именно там, где могут люди находиться. Можно, например, людей предупредить, показать себя, что я соблюдаю международные правила и обычаи ведения войны. Можно было бы, например, когда уже подлетают ракеты за час, за 30 минут,
кто-то позвонил бы и сказал, срочно эвакуируйте, мы там ГУР или СБУ Украины уже летят, через час или полчаса прилетят. Никто бы не успел бы ничего предпринять против них. Понимаете? Ну так это я говорю. Но это не значит, что если они бьют по почте, надо бить по Валберес. Нельзя, ни в коем случае. Если они связаны как-то с военными действиями, с военным ведомством и помогают в войне против Украины, да, тогда это считается законной целью. И Валберес является законной целью. Понимаете? Но прямо ударить по гражданским объектам, пока, видимо, Украине еще, как говорится, есть кому заступиться за честь Украины, не бьют. Но в конце концов, да, в конце концов, и посмотрите, кто это делает. Фейгин, кто там этот журналист, забываю его всегда фамилию, который Евгения Нужина передал после того, как взял у него интервью. Вот вам это накапливается, люди отворачиваются. Ну, хорошо, идем. Куда идем. То, что европейских стран полно прорусских и за русских, это даже видно в Твиттере. И что теперь сейчас с этим делать? Перестать бомбить Россию, что ли? Или что им делать? Так, по-моему, ты вообще не понял, что я сказал, мистер Шомудё. Ясно, я думаю, ты слишком зациклен на том, что типа Украину хотят представить террористами. Так это каждый день делают в Твиттере. Постоянно фейки кидают в сторону Украины. Знаешь, фейки, они не прилипают. Они не прилипают. А когда украинская женщина, гражданка Украины, которая, конечно же, работает, может, на свой карман она работает, но в целом против репутации, против национальных интересов Украины, в Монако взрывает бомбу и убивает, тяжелые ранения, там, муж, жена и ребенок получают. Ребенок не тяжелый, но мог бы запросто и тяжелый получить, и погибнуть. То это вызывает, а потом эта женщина приезжает в Украину, а ей потом делают выстрел в голову, а потом добивают ее еще несколько раз. А выясняется, что это СБУ вместе с ГУР отработали, киллершу ликвидировали. А потом каким-то странным образом начальник СБУ в тот период, когда он был вот сейчас, которого назначили министром обороны Украины, его назначают, вот исполняющий обязанности Хмарь, по-моему, его фамилия, назначают его министром обороны. То есть здесь Германия, например, я просто условно говорю, Германия должна помогать, она работает, помогает оружием, вооружением и так далее. И приезжает не Федоров, а Хмарь. Есть все основания полагать, что его подчиненные только что имеет отношение к теракту или попытке убийства 2 и более лиц общественно опасным способом в Монако. Мы, чеченцы, проходили через это. Понимаете? Мы это уже прошли. Причем может быть, вот этот глава СБУ, вот этот бывший глава СБУ, сейчас министр обороны Хмарь, может быть абсолютно искренний человек. И он вообще может быть не причастен к тому, что вот сделал его подчиненный. Понимаете? Это может быть даже вот этот подчиненный, который застрелил эту женщину. И он может быть искренний патриот. Понимаете? Ну, каким-то странным образом вот супер патриотичные порывы человека могут супер вредить своему народу, ради которого ты готов отдать свою жизнь. Вот как это все происходит. Очень мощная манипуляция идет. Очень мощная. Так. Давайте дальше почитаем. Ни один удар, который делает Украину в сторону России, не идет без одобрения Министерства войны США и европейских стран. Каждый удар имеет смысл. Ну, возможно, одобрения какие-то есть, я не знаю. Я утверждать это не могу. Я могу сказать, что все-таки украинцы же, они же не безвольные товарищи, они же могут принимать решения. А давайте мы ударим не туда, а туда. А давайте нанесем туда удар.
Ну ладно, удары наносятся, да, работа ведется. Я же не против, чтобы наносились удары. Я просто в контексте все это говорю. Вот не бьют по ФСБ и по Путину. Почему не бьют? Чтобы по Зеленскому не прилетело? Ну хорошо, тогда по соседнему дому, где живет мамочка с детьми, по ней прилетит тогда. Ну давайте Зеленского спрячем. Давайте тогда все будут в безопасности, министры, чиновники, они миллиардеры будут, у них коррупция будет, у них гадалки свои, шаманки свои собственные будут. А украинцы, ну, как-нибудь сами справятся. Ну, а что, если бьют они по гражданскому? Это же ФСБ принимает, Путин принимает, Генштаб принимает решение. Обратно прилетит. Бомба атомная не прилетит. Потому что если прилетит, у Украины есть возможность нанести по атомным электростанциям удары. По атомным объектам нанести удары. Возможности, хоть и атомного оружия, может, у Украины нет, но нанести силы у Украины есть, возможности есть. Так, здравствуйте. Вы из какого города? Я с города Гамбурга. Как думаешь, умный человек, Путин спокойно спит? Олег, если есть договорняк, то я думаю, он спит спокойно. А договорняк, ну, есть, по всей видимости. Ну, мы же не можем это отрицать. Понимаете? Василиса, приветствую. Вот смотрите. Давайте так. Например, вот мой канал, YouTube канал, 122 тысячи подписчиков. 122 500. Каждый день атакуется. Дякую, божественно. Каждый день атакуются, убираются подписчики, комментарии пропадают. Комментарии, правда, уже давно не пропадали, но пропадали время от времени. И на территории фашистской России мой канал запрещен. Давайте посмотрим, ну, исходим из того, какой вред мы наносим, да, вот этим бандитам из ФСБ. Ну, 122 тысячи, да, достаточно много. И причем у нас качественные все люди. Нас смотрят только умные и понимающие. Ну и, конечно, немножко агентура. А так все работают. Ну, есть канал 2 миллиона, 3 миллиона. Там, Невзоров, Фейкин, Мейкин. Ну, сколько их тут разных всяких. Они не запрещены на территории фашистской России. Понимаете? А как так получается? Как так получается, что сидят, например, Шелест, по-моему, его фамилия, который постоянно с Арестовичем видео делал, сидит с Шевченко общается. Например, Собчак или Дудь, тоже вроде такой, и за наших, за ваших, там, как бы. Собчак сюда приезжает. Собчак, крестная Путина, ну, как так все говорят. Она была, как известно, спойлером на выборах президента. То есть она пособник Путина, когда он приходил к власти. То есть она играла определенную роль. Там женщины участвуют, демократию там создают и так далее. Понимаете? То сейчас у нее всплыла переписка с Кремлем. И, как это так? Она общалась с администрацией, и она говорит, я не хочу быть иноагентом. Такая постановочные нам кадры слили, и все. И причем сливают такие же, как эти. Ну вот вся одна шайка-лейка. И она говорит, там, ты меня хочешь сделать иноагентом, и так и сяк, и так далее, и так далее. Типа, что меня хочешь куда-то подставить там. И говорит, вон этот, ремесло, по-моему, там один парень есть, путинский пропагандист. Его психушка, теперь он антипутинец, якобы в психушке отсидел, сейчас у него это. Хотя, может быть, реально над ним работают. Но его сейчас будут сюда, в Европу, вывозить. Вот вы увидите. Его вывозят в Европу, потому что его начали пиарить. Это делает Радио Свобода, это делает Deutsche Welle, это делают, ну, все эти так называемые либеральные российские вот эти оппозиционные каналы делают. Ну, например, возьмем Дурова, Телеграм. Всем известно, что Дуров полностью под контролем российских спецслужб. Ну, не может он не быть, если это Телеграм, у них чиновники все пользовались там и так далее. До этого был ВКонтакте у него, тоже он имеет к нему
отношения, создатель он или там и так далее. Но все это спецслужбы, никаких там Дуровых, Муровых нет, это все чушь собачья, нас разводят. Он летит в Азербайджан, в Баку, где как раз Путин встречается с Алиевым. Там где-то он с Песковым или с Путиным лично общается, прилетает во Францию. Все, его принимают, все, он там сутки где-то или сколько провел, пообщался, все, отпустили, все, опять летает, все нормально. Ну, я не знаю, ну, может, Путин что-то, балласт скидывает, там, потихонечку там пытается выслужиться перед Западом. Но мы видим тогда, и Запад выслуживается перед Путиным. То есть Путина спасает, значит, идет сделка. Ну, хорошо, если идет сделка, с Путиным как-то можно договариваться, не отмороженный тогда какой-то дурак, то, может, тогда надо попросить войну остановить в Украине? Может, перестать убивать людей попросить надо? Или потребовать, заставить? А нет. Телеграм забрать надо, а войну остановить нет. Так нельзя. И нам будут объяснять, что какие-то законы работают, ну, имеется в виду законы войны, что если он сейчас остановит, его там военные сметут, там, и поэтому ему нужно дальше убивать и так далее. Ну, возможно, это и правда. Но почему-то так много этой лжи и пропаганды здесь, что ну, в какую-то одну отговорку трудно поверить. Просто так, безоговорочно, трудно. Россия не окружает своими базами США, говорит. Василиса, ты же с Гамбурга. А ты что, не знаешь, что у России просто селенок нет окружать? Просто все, сдыхает Рашка. Нет у нее селенок. Не то, чтобы она окружала бы базами США. Она сделает там революцию. Она хочет сделать там революцию. Она бы стерла бы в порошок и США, и Германию, и всех. Если бы у нее только были силы. Никакого, просто даже никакой пользы. Просто ради удовольствия. Убийство ради убийства. Грабить, чтобы. Понимаете? Каждые 50 лет Россия грабит, например, чеченский народ. Вырастают какое-то новое поколение каких-то генералов, там, офицеров. Им нужно грабить, нужно потренироваться, поубивать, да, чтобы Бог навеки их проклял. Вдруг простит их Бог. Нет, надо, чтобы убил женщин, детей, сжег прямо. И вот все, тогда ты настоящий русский офицер. Женщин, детей убиваешь, все, настоящий, значит. И вот каждые 50 лет они нас вот уничтожают. Каждые 50 лет. Ну, это куда это годится? Просто людоеды, самые настоящие. Менталитет, политика, людоедство, возведенное в ранг государственной политики. Аслан, привет, родина Брежнева, говорит, витаю, витаю, Павел, витаю, слава Украине. Так. Кошелек Путина тоже с Зеленским встречался, и мало об этом информации. Видимо, в верхах идет торг. Видимо, Асламбек, произошла утечка, понимаешь?
Путин отправил Абрамовича. Абрамович, видимо, встретился с людьми Зеленского. В Украине произошла утечка, значит, узнали украинцы. И тогда, чтобы как-то переиграть, Путин сказал, ну да, я его отправил. Типа это было не в тайне, а что вот он отправил. Ну смотрите, тоже подозрительно все. Ну слишком много. Вот у нас был президент Джохар Дудаев. У нас много было президентов, которые с оружием в руках погибали. Не сдавались, не убегали в Польшу, сражались, как вышли, взяли на себя эту ответственность и несли ее до конца. Вот у нас ни у одного президента, ни у одного не было даже тысячной процента подозрения или таких поведений, которые мы сейчас видим в Украине. Понимаете? Валейкум Колян. Колян. Так. Слава Украине, героям слава. Будь проклятая Россия. Аминь. Аминь. Во веки вечные. Так. Знаете, удары по Валберис мне напоминают, знаете, не столько борьбу, вот, войны Украины за свою свободу. Хотя я опять же не отрицаю, что нужно бить, но нужно бить, чтобы не нарушать международное право, беречь гражданское население. И ущерб наносимый должен быть пропорциональным. Но, знаете, мне напоминает это передел бизнеса. Понимаете? Как раз этим Валберисом были разборки. И сейчас какие-то люди решили, вот те, кто отжали у Валбериса, это, скорее всего, Кадыров, Путин, там кто за ним стоит, или кто-то другой. Я знаю, что там чеченцы начали очень Валберис там где-то что-то делать в этом Валберис, что может говорить о том, что может быть там, что ну как будто передел бизнеса такой, ну чтобы задавить какой-то них и так далее. Ну, тогда война долго еще продлится, она поэтому и длится так долго. Дудаев был уважаемый умный политик, но сам признался, что остановить ничего сможет, потому что арабы тогда очень хорошо внедрились, но все равно к нему уважение. Евкуру надо дать руль Минобороны. Леший ВДВ. Леший, ну, во-первых, ты лжешь. Ну, было бы странно, если бы ты не лгал. Ты же ВДВ, ты же рожден, чтобы лгать. Арабов там никаких не было. Понимаешь, это ложь была. Ложь была. Вам весь мир помогал. Вам Россия, вам Америка кредиты давала. Вы на коленях у них, правда, стояли, но это вам привычно, вы это умеете. Там Ельцин, Боже, храни Америку, говорил, Путин говорил. А что здесь такого? Боже, храни Америку. Я просто не стал это видео выкладывать, оно у меня есть. Он там в интервью одном говорит. Поэтому Дудаев дрался вместе со своим народом и умер на своем посту, на боевом посту, боевой президент, военное время, погиб. Как и после него все президенты погибли. И никто никогда не сдался. Понимаете? А вы нам ложь рассказываете свою.
Вот такие вот интересные вещи у нас проглядываются. Ну вот, смотрите, есть такой деятель Кит Келлог. Помните, представителями его назначили? И вот он пишет: главная причина, почему Путин так отчаянно пытается захватить Украину. Вы знаете, в чем главная причина? Она кроется в технологиях. Именно Украина исторически являлась интеллектуальной, научной, технической базой советской ядерной программы. И Кремль остро нуждается в украинских умах и уникальных производственных мощностях. Оказывается, Россия развалила Советский Союз, КГБ развалила, ради которого она убила миллионы людей. То есть это не пророссийская организация, не прорусская организация КГБ. Это просто оккупант, который убивает любого, кто пытается пошатнуть его власть, и держит этот народ, это население под контролем. Развалила Советский Союз, чтобы воссоздать заново новое что-то, потому что рыночная экономика Запада оказалась намного сильнее колхозной экономики Советского Союза. И у них был лозунг «разойтись, чтобы сойтись». И нам теперь генерал Кит Келлог забрасывает новую фишку. Может, он просто так думает, я не знаю. Но такая глупость, которую он говорит, при всем уважении к генералу, просто чушь просто, несусветная. Из-за технологий. Какие у Украины были технологии, когда в 2014 году она нападала? Умы есть, это всем понятно. Украинцы всегда выделялись, это правда. Но это является не главной причиной ведь. Тогда не было никаких технологий. Это была попытка вновь восстановить империю. Понимаете? И такое впечатление, что эта попытка была с кем-то согласована. Исходя из того, что Путина так... И вы увидите, система останется, система КГБ, ФСБ, она остается. Ее никто не будет уничтожать. ФСБшники, вы добились, вы хорошо стоите на коленях, умеете, да. А когда с нами вы такие все такие суровые, такие все мощные, такие, без страха и упрека. А когда чуть-чуть ваш сильнее, вы сразу на колени падаете. Что-то не по-мужски как-то вы себя ведете. Система КГБ сохраняется, она будет зажата, она будет беззубая, она будет без клыков, эта система, для Запада, для Европы, для Америки и Англии. Не для нас. Для нас зубов, клыков у нее хватит. Ей оставят эти клыки, потому что нами нужно, чтобы она управляла. Это они будут, Запад будет делать это через ФСБ. Я так это вижу. Система останется, возможно, еще год продержится в следующем году. Путин потихонечку либо умер, либо там смена его, там, как будто там переворот, там еще что-то, как с Мадуро, еще что-то произойдет. И все, и Путин выживет. Его деньги останутся, его кланы, его родственники, все сохранятся. Понимаете? Вот к чему нас ведут, вот это все, что они делают. Это так именно было в отношении чеченцев. Запад и Радио Свобода. Просто так стыдно даже сегодня читать это Радио Свобода. Так стыдно, что я когда-то там верил, слушал каждое слово, верил им. А оказывается, это просто дерьмо кусок. Я его извиняюсь, конечно. Просто по-другому не назовешь. Просто пропаганда. Там какие-то вот эти Кавказ реалии, просто вот это, на чеченском языке радио маршу. Просто это позорище просто. Позорище самое настоящее. И вот мы имеем то, что мы имеем. Вот Зеленский, видите, постоянно, Зеленский, говорю, Невзорова постоянно рекламирует. Ха. Ну как это, куда это годится? Да не, это несерьезно все.
Да, да, подождите, еще не вечер, мы сейчас сделаем. Да, сделаете, конечно, сделаете. Конечно, убьют еще миллион русских. Еще огромное количество украинцев погибнет. Это не проблема им убивать. А как изменить систему, которая совершила геноцид чеченского народа, которая совершила убийство грузинского народа, которая совершила войну, геноцид в Сирии, сейчас совершает геноцид в Украине. Где наказание преступников? Нету наказания преступников. Нету, да. Россия осталась выстроить надувные танки, самолеты, вертолеты, чтобы дроны их уничтожали. Да, не говори. И нам показывают, вот, смотрите, они уничтожили танк, там еще что-то. Ну, то, что российских военных ослабевают, это хорошая новость. Их именно по ним бьют. Вместе ФСБ, вместе с украинским ЗСУ бьет по военным. Это факт, который трудно не заметить. Но по ФСБ не бьют. А войну начали ФСБшники. Военные это исполнители. Это вообще бараны, которых посылают. Они поверили Путину, что у них сейчас быстро грабанем богатую, большую Украину. Сейчас озолотимся, генеральские погоны навесим и так далее. Лоханулись немножко. Но гибня, она ее сохраняет. Посмотрите в этом притон, я буду называть. ПАСЕ это притон ФСБ. Место встречи ФСБ. Притон для встреч с ФСБ. Посмотрите. Русские, где вы, русские, вот в Европе кто живет, кто недосягаемости вот этой гибни? Где вы объединение, где ваше? Почему за вас говорят вот эти люди? Ходорковские, Каспаровы, Гудковы и все остальные, Кутаевы, ваши русские, россияне. Почему говорят за вас? Мы об этом говорим. Где вы, русские? Нет, вы смирились, вас устраивает положение, которое у вас сегодня есть. Очень жаль, очень жаль. Да, Невзоров по рукам пошел. Ему не привыкать. Ну, ему-то не привыкать, это понятное дело. Ну, а зачем его держат? Зачем? Зачем он нужен, если человек в Литве отметился, в Ичкерии отметился в преступлениях? Зачем? Зачем дополнительно? Просто. Давайте я вам дам послушать одно видео, очень интересное. Я выложил это видео в ТикТок. Налетела вся КГБшная рать. Просто невозможно, да. Дело в том, что сейчас Ахмед Закаев представляет из себя, что он якобы там сторонник демократической Ичкерии и так далее. Но он меняет, как, знаете, свадьба в Малиновке. У него то ваххабит он, то демократ он, то пророссийский он, то есть россиянин он. Ну, если он говорит, что Чечня часть России, то, наверное, он себя россиянином ощущает. Он ими и есть. Такое не является. И у нас есть, мы 2 раза в неделю проводим с Аядом Идиговым
бывшим председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия, ближайшим соратником Джохара Дудаева, то есть парламент это высшая власть у нас. И Аят Эдигов во время Первой войны возглавлял вот этот период и после войны, и до следующих выборов, возглавлял парламент. Человек очень компетентный, очень осведомленный и ближайший соратник Джохара Дудаева. И сейчас Закаев говорит, Дудаев плохой, там, туда-сюда, Басаев плохой, он в Дагестан пошел, там, и так далее, и так далее. Но здесь Аят Эдигов в этом интервью рассказывает, что война сама, русское вторжение, нарушение договора о мире и принципов взаимоотношения произошли, русские произвели вторжение на второй раз уже широкомасштабно на нашу страну с 17 июля 1999 года. Наш парламент, наша власть начала бить в колокола, пытаться договариваться, пытаться выйти с русскими на связь, как-то остановить это все. И так 10 дней они пытались что-то предпринять. Не сумев ничего предпринять, они выпустили постановление, что Россия нарушила границу, все, она вторглась, договор нарушила и так далее. И только через еще 10 дней, как парламент принял, то есть через 20 дней, Шамиль Басаев пошел на эту спасательную операцию Дагестан, где он высвободил из даргинских населенных пунктов Чабан-Махи и Карамахи женщин и детей, которые просили помощи. Их мужчины просили помощи прорвать окружение. Русские их убивали. Им создали там исламское гетто, Чабан-Махи и Карамахи, как будто ваххабизм там туда-сюда и так далее. И потом их начали уничтожать. Степашин, друг Кутаева, который считает, Кутаев считает, смотрите, самый большой убийца чеченского народа, один из самых, это Степашин. Этого Степашина его дружок Кутаев считает адекватным, чтобы так, ремарка, чтобы было понятно. И тогда, когда вот эту операцию Басаев, добровольцы, Басаев не занимает никакой пост государственный, он с добровольцами идет и пробивает коридор и выводит этих женщин, детей. То есть русские хотели завести его туда, начать боевые действия, сказать, вот на нас чеченцы напали. А он их перехитрил. Ну, людей спасти нужно же. У Басаева честь дороже жизни, как мы знаем. И он пробил коридор, вывел этих людей, и они отошли. Там остались люди вместе с дагестанскими мужчинами, и многие погибли. Кто-то вышел. После того, как женщин, детей вывели. Не получилось, хотя была провокация, надо идти до Махачкалы, надо зайти в Махачкалу, там воевать, город большой, там есть возможность воевать и так далее. Нужно было это для России. Но Басаев не поддался на эту провокацию. Так вот, подбивали Басаева. Басаев тоже не просто так собрался, пошел. Шли к этому давно, подводили Басаева под это. Договор с ним заключили дагестанские представители, что взаимовыручки. Но это и нам нужно. Это наш братский народ, кто не с Россией, конечно. И мы должны с ними, и будем. Мы фактически родственники, кузены, можно сказать. Еще со времен Ноя, со времен великого Кавказского потопа, который в мире известен как мировой потоп. И тогда Закаев нам рассказывает, что Басаев там, это инициатива Басаева была, вот ему воевать хотелось, ему надо было на кого-то нападать и так далее. Вот так представляет. И Эдигов, Аят Эдигов рассказывает, как было на самом деле. И говорит, я свидетель того, что было заседание Совета Безопасности, который там собирался по поводу событий в Дагестане и вторжения России. И тогда больше всех возмущался в правительстве Масхадова должностное лицо Ахмед Закаев. Он говорил, я сложу с себя пост министра культуры и пойду, у себя в драмтеатре. Закаев открыл штаб по набору бойцов для участия в войне против России. То вот эта дагестанская вот эта спасательная операция. Хотя она не представлялась. Удугов и Закаев говорили первыми, мы нападем на кафиров, на неверных, на Россию. И первыми оба драпанули. Удугов говорил, что нам не нужны комбайны, мы должны в 21 веке первыми напасть на кафиров.
сейчас сидит, и ему помогают российские спецслужбы и западные. Потому что невозможно без помощи западных спецслужб или каких-то других, кроме российских, делать то, что делает Удугов. Ну, это просто невозможно. Я не верю, что это возможно. А оказывается, Ахмед Закаев теперь демократ, он не провокатор, понимаете? Он не начинал войну против нас, не провоцировал эту войну, понимаете? И сейчас тем же занимается Закаев, и все, кто рядом с ним стоит, запомните, вы станете, кто понимает, это само собой, кто даже не понимает, вы станете соучастниками новой провокации против чеченского народа. Все, что будут русские предпринимать, основываться будут, ссылаться на вас, провоцировать. И вы не разделяете эту ответственность. Хотя уже деваться некуда Закаеву, о нем уже известно. И если там станет свободная демократическая Ичкерия, ему там нет места просто. Его просто чеченские правоохранители будут по всему миру выискивать и экстрадировать в Ичкерию, чтобы судить. И вот давайте послушаем вот это видео, где Идигов свидетельствует. Самое интересное еще добавлю, что когда я это видео выложил, отрывок, фрагмент, это из прошлого стрима с Идиговым от 23 июня, я когда выложил в ТикТок, туда набежала вся ГБшная прозакаевская рать, и начала писать, вот, вы там сплетни распускаете и так далее. Так факт. И сейчас то же самое Закаев призывает. Сейчас мы пойдем, освободим Ичкерию, там оккупировано все. Там просто стукач на стукаче, просто прослушки, осведомители, просто вот так. Сразу же семью там начинают преследовать, не только человека. И сидят, рассказывают нам сказки. Что вот мы пойдем освободим. Да, мы пойдем освободим, только это будете не вы. Вы сделаете так, что это будет провокация против нас. Валла билла делмула, жопом далмадизи шо. Что такое? Лавировать до начала украинской войны. Ну, эта книжка написана на английском языке. Они его специально пишут на русском или чеченском, не пишут, чтобы там наши люди очень многие перевели, многие вещи мы знаем. И там вот все возмущаются тем, что они там пишут. И себя Закаев выставляет, себя и еще одного там товарища, как его Кутаева. Вот мы основоположники государства. Вот это все там на их книжке написано, говорят. Только они это все делали. Они всех наших обвиняют в основном, так? Или где-то приплюсовывают себя к тем, что они являются такими большими деятелями. На самом деле такого положения не было и близко. Очень далеко было ему, кто это написал эту книжку, быть до того уровня, которые были тогда наши люди во власти, наши воины. Не то что... А Закаев сам там нигде особо не воевал, нигде, просто так вот, то там, то здесь, то тут. Он был один из тех, который говорил, я свидетель тому, когда Басаев шел в Дагестан, пример, он там, мы собрались, и президент, он там так возмущался, что надо пойти туда обязательно. Я брошу этот министерский пост, и я сам пойду туда, он говорит. Я свидетель тому. Я, значит, готов сложить это. А дело было в том, что здесь ничего особенного не было. Дело в том, что когда он это говорил, когда Басаев шел на эту, кажется, добровольную поход в Дагестан, то это было время 6 августа 1999 года. А к тому времени, уже 17 августа, на территории нашей Чеченской республики Ичкерия были введены российские войска, и они уже и бомбили, и летали, иначе пускали какие-то ночью парашюты,
И как Магличев захват, война с 17 июля 99 года началась. Да. Но мы 10 дней ждали и пытались с русскими договориться, чтобы они прекратили это. И когда мы поняли, что это не будет, тогда постановление вышло в парламент, в котором 27 года только, 27 значит, июля вышло это постановление. То есть 10 дней мы давали, значит, себе возможность, чтобы мирно решить этот вопрос. Мы когда поняли, вот 27 июля есть даже документ, в котором сказано, что они нарушили все постановления и, значит, прошли... Вы читали книгу Закая, в которой он и Курочкин? Вот вам доказательство того, а то нам рассказывают, что нет, такой весь, что мы как бы за власть боремся. Какая здесь власть? Здесь людей убивают, здесь родственников пытают, здесь репрессии транснациональные применяют против, вокруг, знаете, создают на родственников, воздействия разные, оказывают, психологические, там много-много работы ведется. О какой власти вы говорите? Это все обман. Так, наемникам платили долларами США, и оружие было западное, и связь. А где ложь про араба? Почему у арабов база США? Денис, ну, конечно, ложь. Никаких наемников там не было. Наемник – это, значит, иностранец, который приехал. Вот не было там никаких наемников. Может быть, представители разных там этносов, народов были там 50 человек максимум. Арабы там, вот это максимум. Потолок, да, столько же где-то украинцев приехало. Все, на этом ограничивается там помощь. Ну, наши соседние, наши братья, ингуши, дагестанцы, черкесы, там осетины были, разные были. Но в основном мы сами, своими силами. То есть не в основном, 100%, 99%, вот кроме вот перечисленных, это все на горбу, за деньги, за счет чеченского народа делается. И бойцы из чеченского народа, и деньги, и корову продают, машину продают, идут, автомат покупают, идут на войну. Поэтому это все ложь, что западное оружие. Какое западное оружие? Вот, ты говоришь связь. В отличие от вашей российской армии, как-то удавалось переправить рации, обычные рации, которые Моторола, Кенвуд, по-моему, они назывались. И все, вот на этом все заканчивается. Вот вся помощь. Это мы сами делали. Запад, США, Европа, Израиль, Украина, Армения. Кто сейчас самый большой противник сейчас якобы России? Так вот, все они помогали России. Все. Понимаешь? До единого. Кто деньгами помогал, кто политически помогал, кто информационно прикрывал. Понимаете? До чего дошло? Посмотрите, есть НТВ такой канал, фашистский канал, самый настоящий фашистский. Когда они убили президента Масхадова, законно избранного, здесь с Европы пригласили наблюдателей, там все зафиксировано, честные выборы, все как положено, демократически избранный президент демократической европейской страны. Когда убили Масхадова, ведущая, как же ее звали, Асет Вацуева, она рассказывала про убийство чеченского президента. Смотрите, как они вероломно поступают. На тех, кто падки на деньги, и им плевать за деньги, делать все, что угодно. Они из всех приглашают одну чеченскую журналистку, ведущую, и убийство Масхадова именно ей поручают озвучивать. Когда происходят выборы президента России, выборов там никаких не было, баллотируется на пост президента чеченец Умар Джабраилов, агент ГРУ, наркоман, недавно почивший, или самоубийство, или его грохнули там, и еще что-то. Понимаете, после этих файлов Эпштейна его как раз не стало. Вот как вероломно с нами поступают. Понимаете? Убивают нашего президента и ведущую сажают чеченку. А деньги не пахнут. Понимаете? Для таких вот этих людей деньги не пахнут. Так.
А в Европе не кафиры, так я тебя понимаю, украинцы тоже не кафиры. Что же ты предал в своих высказываниях Иран и Палестину? Аллах велик, и каждое слово напомнит тебе, говорит. Леший, Леший, но я говорю о том, что Закаев призывал уничтожать Россию, кафиров. Ты это к Закаеву обращайся. Но он не призывал, он любому, ему кафир, не кафир, деньги ему дают, мне кажется так. Это просто провокатор. Профессиональный, матерый, потомственный, скорее всего, уже будет своим детям передавать. Это провокаторы. Самые настоящие. Я надеюсь, чеченский народ поставит точку у этих провокаторов, как неоднократно ставил этих людей на место. Поэтому украинцы, по поводу украинцев, да, про кафиров скажем, кафир это значит неверный. Неверный. То есть, если ты христианин, то ты иудеев, мусульман тоже считаешь неверными. А мусульманин считает других. То есть, неправильно они молятся, значит, неверно молятся, как исповедуют свою религию. Это имеется в виду. А по поводу украинцев я тебе скажу. Украинцы, я тебе клянусь Аллахом, я мусульманин, и я клянусь Аллахом, на стороне украинцев Бог. Искренне. Я никогда не врал, в отличие от лицемеров разных. Поэтому мне нет смысла сейчас врать. 100% они сражаются за Бога. Вот не меньше, не больше. За добро. За тот божественный свет, за ту силу божественную, которая есть на этой земле. Сегодня сражаются именно украинцы. Христиане они, иудеи они, мусульмане они, кто бы там среди них не был, они сражаются за это. И они сражаются за свою свободу, за то, чтобы не только они жили свободными, но что в этом мире есть кто-то, кто готов отстаивать высшие ценности. И только Бог может таких людей поддерживать. Именно на их стороне он может быть только. Понимаешь? У вас такой говор, как у Горбачева. Получается, Горбачев с Кавказа родом. Ну, а ты не знал, что Горбачев со Ставрополя? Ставрополь – это Кавказ. Так. Вы говорите, евреи хорошие. Но несколько раз натыкался на то, что именно они занимаются ЦИПСО, то есть фальсификация документа, видео в отношении мусульман и именно чеченцев. Андрей Фролов, я говорил о том, что евреи имеют право на свою свободу и независимость, и на безопасность, и иметь гарантии, чтобы больше никогда ни одна свинья и сволочь на земле не захотела сжечь в газовых камерах и в крематориях. И я лично говорю евреям, которые начинают всех мусульман обвинять в том, что у них какие беды, которые сейчас у них есть, я с ними говорю, объясняю и так далее. Но среди евреев есть провокаторы, которые получают израильские паспорта, люто ненавидят не просто иудаизм, они ненавидят все еврейское. Ну, под видом евреев, такие обрусевшие или с поддельными там справками приезжают, получают гражданство. Им плевать на евреев, им плевать на Израиль. Поэтому они могут это говорить. И многие, некоторые поддерживают, потому что понимают, что реально есть угроза. Вот, везде на евреев нападают, их все хотят убить и так далее. Но я им объясняю, что это не все мусульмане так хотят, далеко не все. А хотят это россияне, которые используют, стравливают
натравливать. Некоторые понимают, некоторые остаются при своем мнении. Но факт остается фактом, что очень много ведется работы по дискредитации. И именно за то, что здесь, в Европе, провокации между мусульман в мечети подбрасывают свиные головы, а на синагогах рисуют зеленой краской, там поливают, еще что-то делают. Это говорит, это доказанный факт журналистами, расследователями, спецслужбами Европы, в том числе Франции. Доказано, что за этим стоит Кремль, администрация президента. Но так как Нетаньяху считает до сих пор своим другом, своим хорошим, надежным товарищем Путина, которого нельзя критиковать, то складывается мнение, что есть какая-то группа и в Израиле, и в Америке, и в Германии, возможно, и в Украине, 100%, и где-то еще, которые вместе работают, вместе с Путиным работают. И это какая-то группа, которая управляет вот этими процессами. Не всегда у них все, как они хотят, получается, но они работают, то есть работает зло на этой земле. Это факт. Это факт. А то, что занимается раздуванием антисемитизма, это стоит за Россией стоят. Да, да, это так. Так, у палестинцев на самом деле коммунистическая идеология. Палестинцами управляет Москва. Абсолютно точно. Ну, арабы Палестины, скажем так, быть точнее. Евреи всякие, но евреи защищают свою страну, и евреи выступали против геноцида чеченцев. Да, какие-то евреи выступали, но при Нетаньяху там построена мечеть, то есть отдел ФСБ имени Кадырова. То есть при Нетаньяху легализовывают геноцид чеченского народа, то есть соглашаются. И еще на священном, хотя священно я считаю Чеченскую республику Ичкерия, но и Израиль тоже священно, там строят мечеть, то есть отдел ФСБ. И говорят, об Угоше какие-то чеченцы проживают и так далее. Никаких там чеченцев никогда не было. Мы знаем, где наши люди. Понимаете? Мы знаем. В Иордании есть, в Сирии есть, в Турции есть. В Израиле нет. Ну, я имею в виду раньше уехавших там каких-то поселений. Так. Я услышал тебя, но ты же понимаешь, что нет плохой нации, есть плохие люди. И поверь, в России их большинство среди всех национальностей. Я согласен с тем, что нет плохих наций, а есть плохие люди. Я не согласен, что в России их большинство. Нет, это неправда. В России болезнь такая есть, империализм называется. И этот империализм, они не считают это болезнью, они считают, что это, это ж сам Бог велел им быть имперцами. А это большое горе. Вот ты писал, по-моему, ты кабардинец. Так вот, ты не кабардинец, ты подхолопный. То есть под-русски. Они холопы, а ты подхолопный. Понимаешь? Поэтому вы столько горя несете нам. Просто невероятно, сколько горя вы несете нам, всем народам, которые вокруг вас. И это связано, и этот империализм, он засыпал. Если бы не ФСБ его снова не проснуло, Советский Союз развалился, и потихонечку русские успокоились. И знаешь, когда первая русско-чеченская была, русские поддерживали нас. Я тогда учился в Санкт-Петербурге в 95 году. Я помню, что были преподаватели, которые сочувствовали, помогали просто за то, что я чеченец. Просто за то, что я ничего им не сделал, ни хорошего, ни плохого. Просто за то, что я чеченец. Они сочувствовали. И когда в 96 году были выборы президента фашистской России, Ельцин, туда не это были нечестные выборы, потому что других туда не допустили. Допустили Ельцина,
и коммунистов. Ну, там разные спойлеры были, Явлинский, Мавлинский и так далее. Хотя Явлинский, на самом деле, при всем при том, что он никакой не революционер, не борец, но нужно признать, что это человек с принципами. С принципами. Хотя, ну, его принципы, ну, так себе, да, ну, они держится он при них, но толку нет для этого. И все. Просто так, знаете, чтобы были, чтобы сказать, вот есть. Я, кстати, поддерживал Зеленского, этого, Явлинского и так далее. И в этом смысле россиян поставили перед выбором. Либо вы за Ельцина, либо вы за коммунистов. Ну, россиян, в принципе, никто не спрашивал, это Западу так показывали. Либо побеждает демократ Ельцин, который, боже, храни Америку, он там полностью проамериканский, проанглийский, там еще чего-то, чей-то он. Либо коммунисты, выбирайте. И русские, россияне, я уверен, это был протест против Первой русско-чеченской войны. Тогда русские надеялись, что они построят какое-то демократическое, надежда, желание было, мечта была, что мы мечтали, слушали сегодня опустившуюся ниже плинтуса радио «Свобода», тогда Deutsche Welle, BBC, там, и «Голос Америки», и думали, вот, настоящая честность, а мы, советские, такие вот, нас эти коммунисты мучают, так и так далее. Да, коммунисты мучили, только нам тоже ложь вливали. И после того, как Советский Союз развалился, то есть они сами его развалили, КГБшники, они начали дербанить и забыли про принципы, про все остальное. Мы видим, к чему сегодня мы докатились. Это все вот благодаря той предательской, подлой политике в отношении одного из членов общества, мирового общества, в отношении чеченцев. А потом уже по накатанной пошло. Так вот, тогда русские голосовали за коммунистов, протест против, и коммунисты победили тогда Зюганову, за Зюганова проголосовали. Для того, чтобы выступить против, ну просто Зюганову, задачи не было у Зюганова прийти к власти. Задача была, чтобы выбор для Запада показать, смотрите, либо коммунисты, либо русские. И потом на Западе испугались, опять придут коммунисты, у них ядерное оружие, лучше договариваться с демократами. Эти демократы хуже любых коммунистов, российские нынешние демократы. Что здесь оппозиционеры, так называемые, которых здесь пытаются сделать цивильными, такими, знаете, уважаемыми нам хотят представить. Мы не будем уважать, это все из одной пуповины КГБшной выросшее. Зачем нам это нужно? И тогда на Западе, видимо, эксперты здесь сидят, умы сидят, миллиарды на них тратят. И эти умы, видимо, посчитали, не дай бог коммунисты придут к власти. Да, надо, чтобы русский народ, российский народ, он не созрел, он внутри душе коммунист. А нет, он не коммунист внутри, русский народ, российский народ. Он просто был, это был протест против вот этой оголтелой фашистской демократии Ельцина, которую навязали. Понимаете? И Запад поддерживал ее. Выбирать из двух зол меньшее. Вот вам и выбор. Понимаете, как они манипулируют и западным общественным мнением, и внутри. Вот что такое, да, фашистская русня. Хунуга цац делау явац. Бог. У нас в Риге раньше была улица Космонавтов, а потом ее переименовали улицу Джохара Дудаева. Отлично.
Неправда, говорит Саша Ладенский. Мы не всех мусульман презираем. У нас в Израиле мусульмане очень хорошо живут. Они и врачи, и работают во всех отраслях. Саша, ну смотри, я говорю о том, что я вижу. Вот есть Гарри Табах, да, уважаемый человек, американец, еврейского происхождения. Вот он приводит вот этого писателя, как его, Веллера. Ну, просто поносит. А я всех уже, все, мы там, друзья, все, мы там поддерживаем и так далее. Как это понимать? Я мусульманин. Веллер хочет сказать, что я что-то Израилю плохое делаю, или мой народ что-то делает. Я очень мало вижу чеченцев, которые на евреев там наезжают. Если ты покопаешь, ты всегда находишь их связанным с Россией, либо агентами России. А тот, кто даже имеет какие-то претензии к Израилю, к евреям, за то, что они делают в секторе Газа, делали, то они не хотят быть в одной обойме с этими российскими фашистами и просто свое мнение при себе даже оставляют. Потому что и сектор Газа, и Израиль поступил с нами так же. И мы тоже, это внутреннее дело Израиля, мы считаем. Вот и оставляем. Но вот такие вот вещи происходят. И вот зайти в интернет, просто одно и то же, мусульмане. Там не говорят арабы. Кстати говоря, они ваши двоюродные братья, как вы сами говорите. И причем здесь мы? И это война не евреев и арабов, и не ислама и иудаизма. Это война за управление этим миром. И главную там скрипку играют далеко не евреи, и тем более не арабы. Понимаете? Вот в чем беда. Понимаете? И я протягиваю руку. Для меня, например, вот я помню, я сужу по евреям, во-первых, чтобы было понятно, про наших кавказским евреям я сужу. Понимаете? Я по ним сужу. Они себя показали так, как мы показали бы себя в отношении любого другого, любого человека, в том числе евреев. И вот эта маленькая группа евреев с Кавказа, с чеченских евреев, с нашей страны, они сделали такое имя, что через 70-80 лет мы первое, что... А мы очень благодарный народ. Мы отличаемся своим взглядом, своим мировоззрением, своим менталитетом от многих. Но мы очень благодарны, очень благодарны. И мы благодарны евреям, которые тогда встречали на перроне чеченцев, которые помогали нам, которые не занимали наше имущество, не наши дома, не пользовались нашим имуществом, все нам возвращали. Бесплатно. У некоторых приходилось выкупать, кого-то с дракой, кого-то за деньги, приходилось свое же имущество, свой же дом покупать. Поэтому, чтобы было понятно, как мы относимся. Потом уже, когда мы видели, какое отношение к евреям, как их преследуют, мы автоматически, и нас преследуют, это автоматически вызывает у нас сочувствие, поддержку. Но нам навязывают программу, что мы должны быть против. И ты должен быть либо против евреев, либо 100% за евреев. Но я чеченец, я 100% за чеченцев. И за справедливость. И если это чеченец не за справедливость, я не буду за этого чеченца. И вы видите, Кадыровых, разных всяких, Закаевых, Кутаевых, я прямо называю, открыто говорю. Живу в Германии, они все знают, где я живу. В любой момент они могут прийти и задать мне вопрос, почему я так говорю. Но пока у них задача стоит, потому что они не свободные люди, у них нет задачи. И я, видимо, слишком маленький человек, чтобы из-за меня сейчас, убив меня, разобрать. Я прав, я не лгу. Я готов на детекторе лжи пройти. Любое все, что я говорю здесь открыто, я готов пройти на экспертизу, на психофизиологическую экспертизу пройти готов. Но в итоге нам пытаются навязать, что мусульмане воюют против евреев. Евреи лучше всех, это же правда, это же факт, жили в мусульманских странах. Да, где-то были репрессии, я не отрицаю и не собираюсь отрицать. И я осуждаю эти репрессии. Я становлюсь на тех, кого репрессируют, на сторону тех, а не тех, кто репрессирует.
Даже если у них есть какая-то там причина кому-то конкретно что-то сделать, женщины, дети, народ не должен нести за это ответственность. Это незаконно, это преступно. Но сейчас я вижу, что разгоняется ситуация, что вот все мусульмане враги. И мне нужно, либо я поддерживаю Израиль, я поддерживаю еврейский народ, но мне нужно стать перед выбором. Либо они все хаят, ну вот Гарри Табах сидит, всех мусульман. Но я же не против мусульман, потом Гарри говорит. Ну так, выкладывают у себя в посты в Facebook. Но он не против, у него друг там, он говорит, там, чеченец, там, не знаю, мусульманин он или нет. Но, значит, мне нужно тогда отказаться от своего Бога, от своей религии, от своего народа, чтобы вот они правы, вот поэтому... Нет, в этот момент никто не может быть прав, если он всю религию или всю какую-то группу этническую, религиозную под одну гребенку гребет. Нет, я правозащитник, я не военный, я не спецслужбист, у меня свой путь, я правозащитник, я буду на этом стоять. Чеченец так будет говорить про всех евреев, я буду выступать, я выступаю, и меня там поливают грязью, там разную чушь, там разные враги или малограмотные там пишут. Поэтому в этой ситуации хорошо, что живут арабы там, что вот вы говорите, они врачи работают и так далее, во всех отраслях. А работают ли они, например, в Кнессете, если их так много, 2 миллиона арабов ведь там? Давайте тогда честный вопрос, а не так задавать, знаете, столько пропаганды антимусульманской, хотя мусульмане не виноваты, на то, что двоюродные братья напали на двоюродных братьев из-за того, что Иран шиитский и режим, к шиитам я отношусь с большим уважением, и фашистский режим России спровоцировал войну, чтобы отвлечь внимание от Украины. Я виноват в этом? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Но если там есть реально 2 миллиона мусульман, арабов, которые там проживают, то занимают ли они министерские посты, занимают ли они преподавательские, профессорские там должности какие-то, не только обслуживающий персонал, врач, медсестра, там, полицейский где-то там на улице, который стоит там, и так далее. Вот этот вопрос надо тогда поднимать, если вот мы говорим об этом, что вот здесь живут 2 миллиона мусульман, они себя хорошо чувствуют. И хотелось бы услышать этих мусульман, вот этих арабов, которые там живут, они только евреи будут говорить, тут здесь 2 миллиона живет, все отлично живут. Вот хотелось бы это услышать. Вот какая ситуация здесь складывается. Если мне кто-то пишет, если бы они учились бы, то так было бы. Но я тебе скажу, что высокомерие и гордость, она очень порицаема. Понимаешь? Арабы очень умные, очень образованные товарищи, я тебе скажу. Вот я тебе скажу, сирийцы, которые приезжают сюда, они в Германию, они буквально за полгода уже говорят сносно на немецком языке. Они все учатся, все стараются. Просто от всех отличаются. От чеченцев, от украинцев, от русских. Кто еще сюда приезжает? Именно вот все это отмечают. Это так, учились бы или не учились бы. Поэтому, если мы хотим за справедливость и за правду, чтобы была справедливость, потому что евреям же не сегодняшним днем евреи живут, правильно? Евреи же не заканчиваются сегодня одним поколением. Евреи древнейший народ, многотысячелетней истории. И еще, дай Бог, многотысячелетняя история будет дальше. А что оставлять детям? Ненависть, где постоянно ты боишься назваться себя евреем, или где-то там на тебя кто-то готовит покушение и так далее. Я хочу сказать, что в этом конфликте евреи пострадавшие. Пострадавшие, несмотря на то, что их сейчас пытаются во всем обвинить. Да, есть группы, которые совершают очень такие вопиющие факты. Но есть кто реально страдает и гибнет. Те же 1200 человек, погибшие 7 октября. Это долгая история, ее нужно справедливо разбирать. Не просто вот сел и все вот так и вот так. Нет, если честно, надо разбираться честно. Почему нагнетается антимусульманская истерия? Вам, евреям, нужны лишние враги? Вот к тому, что есть.
Мне кажется, мне, чеченцу, было бы не нужно лишних врагов. Я поэтому здесь сижу и разговариваю обо всем, рассказываю, что только Кремль и Россия являются нашим врагом, который убивает. Все помогают, все где-то деньги на этом делают, еще какие-то свои там, или не обращают просто внимания на наше горе. Но при этом врагом я называю только фашистскую Россию и ФСБ. Даже не русский народ, который в подавляющем своем имперец, имперский, вот этот свой нарратив имеет в голове. Поэтому, знаете, такое впечатление, что вроде бы кажется, да, евреи побеждают и так далее, а на самом деле проблема усугубляется. И тот, кто немножко подумает, поймет, что будет через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет. Все плохие вещи вешают на евреев. А евреев не 300 миллионов, как американцев. И так далее. Поэтому это надо объективно. Да, война идет, да, есть ситуация, где нужно принимать жесткие меры. И Израиль имеет право на защиту. Но раздувать и всех огульно обвинять не имеет права никто. Есть и в Кнессете. Да я знаю, есть небольшая группа в Кнессете представителей. Божественно, дякуйте. Тода раба божественная. Только османы вывезли 300 тысяч евреев, чтобы спасти их, говорит Асамбек. Ну, самые большие катастрофы, давайте истории смотреть в глаза, самые большие катастрофы для евреев делали не мусульмане. Это факт. Вы можете, сколько сейчас проблема у вас, все там, враг на пороге, все такое, все мы признаем, не отрицаю. Но давайте посмотрим, кто больше всего, просто искоренить всех евреев, просто всех убить, просто чтобы их не было, кто пытался. Это были точно не мусульмане. И дело не в мусульманах, христианах, просто факт сам, что обвиняют сейчас мусульман всех. Вот в чем факт. Друзья, я, наверное, закончу свой стрим сегодняшний. Так, Аслан, Германия сирийцев приняла сразу более 1 миллиона человек и дали документы, помогали, а чеченцев притесняли и продолжают притеснять для России. 40 тысяч чеченцев, из них 50% не имеют документов. Элджи, я полностью с тобой согласен. Германия так трусливо относилась к ситуации чеченцами, она делает вид, Германия, что она не замечает чеченцев. Потому что если заниматься чеченцами, то нужно иметь дело с Россией. Да? Потому что здесь чеченцы, как одна польская журналистка сказала, что как будто замороженные. Просто заморожены, и вот они сидят и не интегрируются, а интеграция имеется в виду. В немецкое общество 100% интегрируются. Чеченцы очень хорошо учатся, работают, зарабатывают, тренируются. Просто великолепно. Просто горд за чеченцев. Просто невероятно. Потому что воров нет, преступности минимальная. И то они связаны с Россией чаще всего, вот эти преступники. Наркотики, там, проституция. Везде там чеченцы не присутствуют. Нету их там. Отлично просто. Учатся, работают. Отлично. Просто это у нас есть такая черта, когда ты просто полностью пытаешься реализоваться. И чеченцы реализовываются.
Но возникает ситуация, здесь нужно создавать симулякры. Симулякры нужно создавать только с россиянами. Понимаете? Только с россиянами. Только если ты связан, если посольство России разрешает с этим чеченцем иметь дело, тогда Германия имеет с ним дело. И, ну, я это утрирую, конечно, там, может, прямо таких указов не дается. Но если ты, не дай бог, заявил о том, что ты за свободу своего народа, за то, чтобы тебя русские не убивали просто, когда им вздумается, взбредет в голову, то вот тогда Германия к тебе будет осторожно относиться. Это трусость. При всем и том, что нам помогли, я благодарен, но при всем при этом, да, ты абсолютно прав. В отличие от арабов, чеченцев не интегрирует Германия, не помогает Германия. Огромное количество, да, это Россия работает. Россия работает, представляет нас террористами, угрозой и так далее, и так далее. Потом чеченцы еще боятся, как есть, рассказывать. Потому что получалось так, что он дает интервью здесь, а дома к нему, к родственникам приходят российские спецслужбы, полицейские и говорят, там что-то болтает ваш человек, будьте осторожны. Это переводчики, русские, армяне, которые занимаются переводом, у нас тут есть такие. Только оттуда может уйти, я не думаю, что из ведомств немецких могла уходить информация. Здесь есть психологи, которые работают с чеченцами и говорят тебе, вот мне лично говорили, когда я только приехал, тебе все не дадут политическое убежище, поэтому ты должен по медицине, что у тебя стресс, на тебя там покушение, тебя побили, тебя убить хотят, там еще что-то, еще что-то. И чтобы остаться хоть как-то, как я здесь говорил правду, но мне дали политическое убежище. Я говорил правду, я сказал, мне не нужно никакого, нет, адвокаты мы. А это связано с русской психологом. И все идут туда. Все вокруг создают, вот у нас тут есть в Гамбурге доктор Валь из России, психолог и так далее. Она работает с немецким, американского происхождения. Андрей Рой такой был, адвокат. Он был моим адвокатом. Он был с Америки, непонятно был, там где-то там наполовину по-русски чуть-чуть говорил, там в Польше где-то он там в военной части жил, что, ну, короче, непонятно был чувак. И вот этот чувак делал все, чтобы чеченцы не сдавались политически, чтобы не получали политическое убежище. Понимаете? Сейчас его уволили, говорят, там, значит, что-то попался, но там просто нарушений, просто огромное количество у него было. Сейчас его зять занимается этим делом, продолжает его дело. И вот таким вот образом нас представляют и западные, немецкие, я скажу, немецкие органы, ну, просто не замечают чеченцев в таком случае. Интегрировать их, поднимать их, внедрять их, независимых чеченцев, которые хотели бы своей страны, деоккупации. Их, ну, просто не замечать. Нету их просто. Либо ты должен быть в банде ФСБ, чтобы с тобой немцы разговаривали, либо ты должен быть послушным каким-нибудь там исполнителем. Ну, знаете, я здесь не для того, чтобы кто-то здесь, в Германии, за счет меня, моей смерти, после моей смерти, сделал себе карьеру. Я не для этого сюда приехал. Я пришел, сижу здесь, я сам не знал, что я здесь окажусь. Но я оказался здесь, чтобы спасти хотя бы одного из своего народа. А не для того, чтобы кто-то там пытался мной манипулировать, кто-то меня использовал, а потом наплевательски относился. Вот, понимаете? Поэтому высокомерие, гордость, она и непрофессионализм, она очень дает о себе знать. Дает о себе знать. Надеюсь, исправятся. Есть хорошие немцы, понимающие немцы. Надеюсь, исправятся. Кто-то наконец-то, может, поймет. А не поймет, ну и окей. Так, что у нас?
Чеченцам не давали свои центры открывать, в отличие от русских. Хорошо, что теперь есть украинские центры. В Германии ты имеешь в виду? Да, Германия очень осторожно себя вела. Она до сих пор себя так ведет, понимаете? И мне иногда кажется, что врут они все, не ругаются они с Россией. Они, как так мне кажется, хотя здесь немцы реально перепуганы, они готовятся к войне, готовятся к событиям. Ну, знаете, подерутся, то есть нас постравливают, а они там наверху вместе в бане пиво пьют. Вот так это складывается, да. Чеченцев до сих пор не принимают в Россию, в престижных вузах. И даже те чеченцы с дипломами не берут на работу. То же самое и в Германии. Да, я считаю, что чеченцев в Германии дискредитируют при приеме на работу. Я это официально утверждаю. У меня есть на это веские основания. Чеченцев, которые не лижут пятки фашистской России, Германия не берет на работу, на учебу и на работу не берет. Я это утверждаю. Понимаете? Валейкум салам, гражданин Ичкерия. А зачем вам центр, говорили немцы? Есть же русский центр. Можно ли украинцев туда отправить? Нет, конечно. Да, вот есть такой Экихард Маас, в Берлине живет немец. Он помогает, правозащитник, туда-сюда. Но на самом деле он оказался не тот, за кого себя выдает. И он Закаева поддерживает, чеченцев поддерживает. И мы с ним как-то у него там на даче собрались, сидим. И чуть-чуть вина он там выпил, и говорит, да, говорит, там есть здесь один человек в Берлине, он с ним на рыбалку ходит. Забыл его фамилию, какой-то там на переговорах присутствовал, русско-чеченских, там большой пост какой-то занимал. И он говорит, вот он сказал, говорит, мы с ним на рыбалку ходили, и он сказал, что зря чеченцы начали воевать там туда-сюда. Меня это так возмутило, я говорю, как это так? Значит, он, когда при власти был, значит, он все нормально было, потом он сюда выехал, и теперь он жалеет, и сидит и рассказывает, что зря. Причем немцу это рассказывает. Я говорю, ну а нам что тогда делать? Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия нас уничтожает. В Сирию отправляет, в Украину бросает, еще куда-то там обманывает, запугивает, убивает, дискредитирует. Ну, просто народ истребляется. На глазах у всего мира продолжается истребление. Как это так, я говорю, как это? Он там министром был, каким-то там большим чиновником, а теперь мне, что ли, за это расплачиваться? Мне теперь нужно, он даже не уходит, он нигде о себе не говорит. Все попрятались, в подполье все ушли, сидят нормально. Они, видимо, когда все хорошо шло, тогда надо, а когда плохо все идет, тогда пошел этот народ к чертовой матери, надо самому спастись. Наверное, так думают. Я говорю, а почему-то нет, Чеченская республика Ичкерия оккупирована, она не часть России. Он говорит, да ладно, туда-сюда, что ты там, туда-сюда. Я говорю, ничего ж себе, это ты, что ли, друг чеченцев, что ли? Ты такие вещи мне заявляешь. Ну, конечно, у него его товарищи, большие чиновники при Ичкерии, начинают сливать Ичкерию, конечно, он тогда такое скажет. Я говорю, ну, давай тогда в таком случае, если Чеченская республика это часть России, по-твоему, то давай тогда ГДР передадим, они как раз добивать. А я единственный, кто кричит во весь голос, уже 10 лет об этом кричит, что Россия собирается ГДР забрать. Идет эта работа, целенаправленно идет. Я же вижу это, я об этом кричу.
Тогда давай ГДР отдадим тогда русским. Почему тогда? Ты же мою Ичкерию отдаешь. Ты кто такой вообще? Ну вот, оказывается, это тот еще. Проходимец, да? Занимается, да? По сбору. Вот такие вот интересные вещи происходят. Так. Даже детей самых лояльных чеченцев не берут в престижный университет. Есть квоты на чеченцев. Ну, в России, само собой, обязательно. Это само собой. Ну, знаешь, это хороший знак, что они не берут нас в вузы. Это значит, что, ну, они берут, наверное, своих каких-то, или же они вообще собираются от нас избавиться. Это может быть хорошим знаком, что Россия не берет. Но Германия по признаку, что чеченец не берет ни учебу, ни на работу. Я знаю это, я это утверждаю. Понимаете? Это по всей Европе такая дискриминация. Ну, значит, придется нам и этих воспитывать, да? Русских воспитывали, теперь придется этим объяснять, да? Ну да ладно, друзья, на этом чеченцам закрыта дорога Академии ФСБ в дипломатических вузах. Ну это да. Ответь мне, человек, вы за Израиль или за Палестину? Мебель Про 63. Ты иди мебель продавай, чем мне здесь вопросы задавать. Так, для того, чтобы задать вопрос, надо понять хотя бы, что ты спрашиваешь. Израиль это тоже Палестина, понимаешь? Это географическое обозначение, как Кавказ. Не удивлюсь, если на вас будет совершено покушение. Вы общались с ФСБшным кротом. Ну, никто не удивится. Вот смотрите, подхолопный к нам зашел. Вот кто Россия мощь, он пишет. Вот подхолопный. Понимаете? Ну, холопом быть это даже престижно, когда есть вокруг подхолопные, да. До того, да, Кира, докторлар, да, доком, да. Мичер бойлатиш, ну, поемарит, и айнагам, да, цершу, что дол мичер дойлтиш, Кира, догдоч, да. Вавезен дел, да, и вой мельвинак, да. Витакашсан. Вавезен дел, макира догдачу. Я Аллах, дел. Так. Ne, villualo aina wal. Rasшан, келюш, цветни, бабин висаня вис. Ладно, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра выйдет стрим на чеченском и русском языках с Аядом и Диговым. Даст Бог. В 19:00 по европейскому времени, по брюссельскому времени. Всего самого хорошего. Слава Украине! И все будет Ичкерия. Нохчикам ду хираду. Меш нохчикам. Раскшам бог беллаша, шай раскш илаш. Дал иш бочу мадутиль.